Мы находимся в центре событий. В здании Манежа идет прямая трансляция Парада Победы, знаменательного события для бывших республик Советского Союза. Для нас, для Абхазии и абхазского народа, этот праздник несет в себе особые воспоминания. 55 тысяч человек. Столько участников войны из Абхазии бесстрашно боролись против смертоносного немецкого фашизма. С 4 по 19 июля 1941 года в военкоматы Абхазии поступило около 5000 заявлений с просьбами отправиться на фронт добровольно, в том числе и от девушек. Из 55 тысяч 17 тысяч человек не вернулись с полей сражений. Для немногочисленного абхазского народа эти цифры значительны. Пронизывающая боль, не поглощенная годами. Это тоска по без вести пропавшим. Татьяна Нагорная – автор проекта «Особый мир». Она поделилась своими воспоминаниями о периоде Великой Отечественной войны и раскрыла цель своего проекта. Сейчас важно, чтобы мы могли проложить такой путь воссоединения сейчас стран и народов. Я хочу, чтобы наши люди были свободны. Со 2 мая мы открываем и соединяем территории. Это будет в Абхазии, да? Это будет Абхазия, да, то есть это первый человек, который, вот вы, так не случайно, да, то есть мы в Абхазии. Это судьба. Да, вот, и мы там воеваем территорию, и задача была сейчас проложить путь. Вот все, кто будут участвовать в этом проекте, где они родились, где их родина, будет прокладываться новая карта. Парад Победы посетили лидеры 27 государств, в их числе президент Абхазии Бадра Гунба. Первый кортеж – это флаг Абхазии. Огромное количество иностранных гостей сегодня говорит лишь об одном. Мир снова объединяется против возрождения фашизма. И в этом объединении, безусловно, сила. Иностранные гости заезжали через Боровицкую башню, ну а прямо сейчас кортеж подъезжает к арке парадного фасада Сенатского дворца. Она ведет во внутренний двор Сената. И уже оттуда можно попасть в парадный холл. Итак, на ваших экранах президент Абхазии Бадра Гунба. Его приветствует комендант Кремля Сергей Вдовенко. С трепещущими сердцами понаблюдаем за торжеством. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Возвращаясь к историческим событиям, следует отметить вклад каждого в победу. Насколько самоотверженно шли в бой наши соотечественники, говорят архивы Министерства обороны. Благодаря информационным порталам многие находят своих дедов и прадедов, узнают, через какой боевой путь они прошли. С особой гордостью я могу подчеркнуть, что среди этих бесстрашных воинов, приближавших победу, был и мой дед Джоджо Лагулаа. Ему было 19 лет, меньше, чем мне сейчас. Дед воевал в составе степной дивизии, а День Победы встретил в городе Кракове, Польша. Сражения на горных перевалах Абхазии, кровопролитные эпизоды Великой Отечественной войны. Настойчивые попытки немецких войск проникнуть вглубь республики оказались тщетными. Противник не смог занять города Абхазии. Я испытываю радость и гордость за то, что я родилась в этой стране. Гордость за нашу молодежь. Несмотря ни на что, воссоединяются все люди всей планеты. Это все посольства мира, это все люди, которые шли, да, то есть Крым мы возвращали. Вот. Счастье Великой Победы сегодня на Красной площади ощущается так же, как 80 лет назад. И съемочная группа ГТРК является частью этой большой радости. Хабдуца хараяхаштум гумшера шугвахра ария яйра яхтнуфтазрацоп уэзы патухи квахцойд Анна Лагула Джамбуч Хапелия Апсуатилюхопшра.